ноги вместе, руки по швам. Лучше я вас здесь скажу вам, чем потом кто-нибудь вам там уже будет замечание давать. Ждите, не злитесь. Разговор на равных. Военный комиссар Ингушетии перед отправкой уже традиционно дает напутствие призывникам. Сейчас они новобранцы. У вас все возможности есть там получить специальность. Республика Ингушетия нуждается в квалифицированных ребятах, вот такие, как вы. Вы сейчас убудете, Дал-Яндали, получите эту специальность, потом придете через год сюда и будете уже поднимать нашу республику. Через 3 месяца, да, вот кто имеет среднее техническое образование, высшее, вы имеете право заключить контракт в части той, где вы служите. То есть, помимо того, что вы служите, вы еще будете получать денежку. Призывникам, солдатам очень хорошие вот командиры там относятся как к своим младшим братьям, своим сыновьям. Вот. Будьте достойными сынами, достойными военнослужащими своей Родины. Мечтающим связать свою жизнь с военным делом и устроиться на работу в правоохранительные органы без военного билета никуда. Вот и Ахмед Евлоев сразу после университета сам решил пойти в армию с перспективой на будущее. Желание было давно еще. Во время учебы в университете было желание. Сейчас появилась возможность, тем более после окончания как раз была необходимость получения военного билета. Год службы призывников не пугает, тем более в современной армии нет нарядов по кухне и уборке территории. Все это делают подрядные организации, поэтому многие стереотипы отпадают сразу же. Воин осваивает только профессиональные дисциплины. Правда, ограничиваться таким коротким сроком некоторые ребята не намерены. Сюда лучше больше служить потому что военный интересует лучше. Так сразу с контрактом. Все нововведения за последние несколько лет направлены на создание условий для продуктивной службы. В дневном расписании появились перерывы на отдых и свободное время, плюс дневной сон. В такую армию Айшат Муталиева отпускает своего сына со спокойной душой, хоть и будет безумно скучать. Дал мяш бабу беш маспагж могж мяш хал мяш лил бегалгай малда адам мяш лил десінде. Переживать дита. Аз переживать жадыды. Ани ашицаны кырсак давуд шалч халмыди фунадали завуд шалч. Халхетсон это да адлу яхарсиди чвак вас адлу яхста вахтык. Все 10 рядовых будут служить в сухопутных войсках. Путь предстоит в Нарафаминск Московской области. Ребята распределят по разным подразделениям. Это мотострелковые, танковые, ракетные, инженерные войска и не только. Но до этого им предстоит пройти курс молодого бойца. Мы как старшие команды, мы просто привозим людей, так сказать, в дивизию, а дальше их забирают подразделения, которые занимаются, так сказать, отбором в курс молодого бойца. Там они проходят, так сказать, первые ступени, как они должны себя вести, как общение с начальством и так далее, и вообще там попробовать себя. А дальше уже приходят уже с большими знаниями, так сказать, об армии. Радимхан Магушкова специально приехала проводить новобранцев в армию. Место, куда они отправляются, ей знакомо. Поэтому за ребят не переживает. Она не первый год возглавляет комитет по защите прав военнослужащих и выручает ингушских призывников, оказавшихся в сложной ситуации. Самое главное, чтобы наши ребята служили достойно. Все-таки говорят, воспитание багажей, который человек выносит из своего дома. Но я знаю, что одно, что наши ребята воспитаны по уставу и думаю, что они сумеют служить нормально и вернуться нормально домой. Это уже последняя десятка ингушских новобранцев в этом году. Всего с начала осеннего призыва служить отправились в общей сложности 140 человек. Гражданские вещи отправились в мешок на хранение. Основная одежда, военная форма. Все необходимое уже выдали. Каждому новобранцу по такой сумке. Тут в комплект входит мужской специальный гигиенический набор, резиновые перчатки, кружка. В общем, все, начиная от перчаток, заканчивая щипчиками для ногтей. Такой комплект позволит ребятам чувствовать себя комфортно даже в непривычных для них условиях армейской жизни. Провожают ребят, как обычно, шумно, дружно, целыми семьями. Многие из них идут по стопам своих отцов и дядей, которые четко обозначили нерушимые правила Кодекса воина. Уже через пару дней они впервые услышат грозное командирское ротоподъем. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.